В преддверии Дня метеоролога, друзья, сегодня у нас будет выпуск, посвящен метеорологии. Но если в одном из предыдущих выпусков мы замеряли текущую температуру, температуру, которая в данный момент времени, то сегодня мы с вами затронем тему прогноза погоды. То есть многим из нас интересно узнать, какая погода будет через 3 дня, через 5, а может быть даже через месяц. И такие прогнозы делаются благодаря запуску метеозонда. И за мной вы видите сейчас приборы метеорологические. И сегодня мы с вами запустим подобный метеозонд. Я еще даже точно не уверен, что он так называется. Возможно, он называется чуть-чуть по-другому, но это все нюансы. Самое главное, друзья, сегодня мы с вами, так сказать, примем участие, испытаем на себе возможность прогнозировать погоду. Испытано на себе. Так, вот сразу упреждаю твой вопрос, Руслан, для чего мы это делаем? Ага. Вот это защищенная жалюзевая метеорологическая будка, которая устанавливается согласно мировых установленных стандартах. То есть во всем мире на метеорологических станциях стоят именно вот такие жалюзевые будки, которые создают все условия для производства наблюдений за температурой воздуха. Ни стенки, на которой висит термометр, ни веранды, где прицеплен, а вот конкретно согласно вот этих вот всех условий. Понял. То есть, чтобы человеку знать точную температуру, ему нужно сделать точно такой же бокс, да, ящик, и плюс еще нужно взять вот именно такие же сертифицированные термометры. Правильно? Абсолютной температурой воздуха считается температура воздуха жалюзевой будки, термометр, находящийся на кронштейне, не соприкасающийся ничем, высота расположения будки 2 метра. И какая сейчас у нас температура? Чтобы сказать, какая температура, мне здесь надо снять температуру и ввести поправки в помещении. Поэтому вот здесь конкретно я тебе не скажу. Вот сейчас ровно столько. Мы с тобой снимем, туда сходим потом, и я тебе скажу по факту, сколько есть. Понял. И по поводу того, что там 80 и 90 люди наблюдают. Да. Официально принятый термометр 72 градуса. Ага. Во всем мире более низкие температуры регистрируются. У нас пока не было такого. Ага. Максимальный минимум вообще за всю историю в Якутске? За сколько? всю историю наблюдений в Якутии официально зарегистрированная минимальная температура минус 67,8. Друзья, ну что, сейчас с Леной Геннадьевной мы прошли по практически всей площадке, которая называется Метеорологическая площадка. Якутская объединенная метеорологическая станция ОГМС Якутска. Вот, и мы провели где-то около получаса, да, то есть нам нужно было как бы столько времени понадобилось, чтобы обойти все приборы, почистить немного, поработать. Вот, и обратите внимание на нас, сколько на нас сейчас синяя, да, то есть погода не шуточная, условия такие достаточно серьезные. Но вообще, ваше любимое время года, в какое время вам нравится вот снимать показатели? Ну, снимать показатели сказать неправильно. Метеоролог это не работа, это не призвание. Это, ну я не знаю, это жизнь. Вот просто жизнь. И метеорологи это отдельный народ. Народ, который гостеприимный, который радушный, который трудолюбивый, который умеет трудиться, умеет отдыхать. И самое главное, это те люди, которые любят работу. Если через 2 года человек от нас не ушел, он уже от нас не уходит. Это уже призвание. Ну, минимальный стаж, вот если так смотреть, минимальный стаж на нашей станции, самый минимальный, самый молодой сотрудник на сегодняшний день 6 лет. Проработал 6 лет? Да, уже 6. Угу. Понимаешь? А руководит группой человек, к которому я пришла учеником. А у меня через месяц будет 30 лет стажа. Вот и представь, какой у нас здесь коллектив. Ну что, друзья, сейчас мы зайдем в тепло.
Кстати, Даже- можно даже посоветовать, вы упомянули, что есть телеграм-канал, то есть, в принципе, мы постоянно живем в городе Якутске, да, Да. и достаточно для того, чтобы иметь точную погоду, подписаться на телеграм-канал. Мы открыты, мы очень открыты, мы очень добродушны, мы доброжелательны. Если люди хотят иметь достоверную информацию, хотят ее получать, хотят, чтобы их дети были сведущие в этих вопросах, мы с удовольствием организуем экскурсии. Лучше, конечно, к нам приходить летом, потому что больше информации вы увидите. Мы, насколько это возможно, на сегодняшний день рассказываем обо всем абсолютно. Приходите, вспоминайте физику и перестаньте ругать метеорологов. Еще никто не видел хлеб с ногами и метеоролога на метле. Мы просто люди. Друзья, но это еще не все. Сейчас уже без 25:03, и совсем скоро мы снова оденемся и выйдем на улицу, чтобы показать вам тоже еще один очень интересный процесс. Испытано на себе. Познакомьтесь, Тамара Андреевна, аэролог. Мы вас, кстати, поздравляем с наступающим Днем метеоролога, который состоится 23 марта. Спасибо. И сейчас у Тамары Андреевны в руках именно тот зонд, который мы будем запускать для, соответственно, долгосрочного прогноза погоды. Расскажите, почему нужно зонд перед запуском держать на улице? Так, во-первых, я расскажу за зонд. Это вот он у нас там в корпусе находятся блоки, антенна, а здесь выведены наружу у нас термоблок, терморезистор от солнца, видите, покрыто белым, антирадиационное покрытие специальное. Здесь у нас датчик влажности, вот в колпачке. Для чего? Если осадки идут, чтобы они не мешали правильному определению влажности. Значит, для чего нам нужно это? Это прибор разового пользования. Вот мы его, он на батарейке работает. Рассчитана батарейка, мы можем лететь, зонд может лететь до 3 часов максимум. Если медленно поднимается. Скорость подъема у него 300-320 метров в минуту или 5 метров в секунду, если кому понятнее. Значит, для чего это мы его выпускаем в полет? Чтобы определить распределение метеоэлементов по высотам, порядке подъема. И как идет? Воздушная масса же передвигается, да? И вот у нас есть определенные сроки международные, да, по всему миру. И получается в одно и то же время на разных территориях и в странах разных определяется данные, на какой высоте что расположено. У нас там определенные есть условия, там изобарические поверхности, особые точки, то есть как резко меняется температура по высотам. И в зависимости от этого и уже синоптики делают прогноз, но не на анализ уже многих станций. Наша станция международного обмена, в Якутске у нас 15 аэрологических станций, и все они являются станция международного обмена. Есть только на нашей территории, это уже туда, в западной части больше. А наши станции все очень важные для прогноза. То есть наша станция, она вносит свою лепту в общий прогноз по всей Да, планете? очень у нас, процессы здесь важные. Не только у нас, конечно, и на многих территориях. Но это все учитывается, наносятся на карты у синоптиков, да? Они же все это наносят, и потом уже смотрят, как идет барическая ступень, как давление меняется, да? Они наносят и уже смотрят, где, как фронт проходит. И правильно я понимаю, что когда мы, например, открываем свой смартфон, открываем прогноз погоды и можем посмотреть, например, прогноз на 10 дней, там где-то на 14, а где-то даже на месяц. То есть это в том числе этот долгосрочный прогноз строится на основе таких запусков. Конечно, на основе наших этих выпусков и метеорологи что дают. Это очень важно. Без этого синоптикам, если нас не будет, то как они будут давать прогноз? Абсолютно никак.
Спасибо большое за очень интересную А, да, информацию. да. Дело в том, что, друзья, в 8:30 ровно, да, без никаких опозданий должен быть запуск зонда. И сейчас, в данный момент, даже мы вот находимся здесь, с Тамарой Андреевной, охлаждается наш, соответственно, зонд, он находится на улице, и потом он будет помещен в специальную кабинку. Я правильно называю кабинку? Ну, будка называется. Будка. Метеорологическая будка. И надо сказать, что данные, которые будет посылать зонд, уже который находился на улице долгое время, да, достаточно, будут сравниваться с данными в будке. Правильно? И только Да. после этого происходит запуск. Да. То есть нужно убедиться, что зонд правильную информацию передает. Будет И передавать. еще нам, да. сейчас в данный момент происходит настоящая магия. Дело в том, что вот в той будке происходит добывание, так сказать, водорода, да, для Да, того, чтобы да. наполнить им зонд, чтобы зонд уже смог поднять вот эти датчики в небо для прогноза. Поэтому мы уже через буквально несколько минут перейдем туда и посмотрим, как наполняется шар. Но, как нам сказали, по мерам безопасности нам ни в коем случае нельзя будет заходить внутрь данного объекта. Но, тем не менее, я думаю, мы через дверь сможем вам кое-что показать. Да, да, Ну, Тамару Андреевну не будем отвлекать. Спасибо большое. Сейчас у Тамары Андреевны тоже достаточно большая работа по сравниванию данных с этого зонда и, конечно же, подготовка оборудования для приема этих данных. Испытано на себе. Так, ну что, все это происходит очень динамично. Дело в том, что сейчас в двух разных местах находятся наши объекты интереса. Здесь у нас зонд, а здесь, соответственно, сам шар, который в данный момент буквально через секунды на секунду начнут накачивать водородом. И давайте мы на это посмотрим. Сейчас на наших глазах было произведено наполнение зонда. Зонд наполняется водородом. Специальный специалист, да, определенный специалист с квалификацией, с допуском все это производит. И зонд уже готов к запуску. В это время сейчас, пока мы находимся здесь, Тамара Андреевна производит калибровку, ну даже не калибровку, а сравнение данных с нашего зонда, сравнивает его с данными из метеорологической будки, чтобы все было ровно, чтобы быть уверенным, что данный зонд дает правильную информацию. Сейчас мы от места, где наполняли водородом зонд, переходим обратно к нашим будкам метеорологическим и ждем Тамару Андреевну, которая поместит данный зонд внутрь будки. Вот. Сегодня погода достаточно такая теплая. После особенно холодной зимы идет небольшой снег. Единственное, что облачность небольшая. Тем не менее, мы максимально покажем вам, думаю, полет самого зонда, насколько это возможно. Как сказали, зонд поднимается достаточно быстро и уходит уже из зоны видимости. Еще очень интересный факт, то что время 8:30, оно не просто так. Это согласованное время с аэропортом города Якутска. И данное окно, оно позволяет запустить зонд именно в это строго определенное, отведенное для этого время. Я не так иду через лес.
Испытано на себе. Конечно, сейчас пока хорошо, а то будет скользко. Таять снег будет. А сколько раз в день запускается зонд? Так, 2 раза в день, 8:30 утра и 8:30 вечером. Мы по Гринвичу работаем. То есть, я же уже говорила, во всем мире в одно и то же время выпускают. Вот мы его ставим в метеорологическую будку. Здесь у нас... Так, сейчас мы... Подождите, все вметем. У него специальная Здесь пока у нас площадочка, так, вот здесь мы прибор здесь ставим, да? Ага. а потом... Здесь, видите, вы уже, наверное, на мете увидели. Да. Будочка какая, она специальная, То есть с данная будка, если решеточками. кто вдруг не видел наш предыдущий выпуск, она специальной такой формы на определенной высоте. Высота 2 метра, да? Да, И вот эти решетки сделаны не зря. То есть они не позволяют, допустим, тому же ветру, каким-то определенным, да, осадкам, да, вентилироваться будка да, должна. воздействовать не- на показатели. То есть она именно дает правильную температуру и правильные данные о погоде. Чтоб сильно не нагревалось солнце, когда сегодня зима, солнца еще вон сегодня нет. А как солнце всходит, резко повышается температура. И в будке может, ну, неправильную температуру давать, если на открытом мы поставим где-то или повесим. Поэтому То в есть этой поэтому будке будки все белого у нас- цвета, да? приборы. Вот, и обратите внимание, Тамара Андреевна полностью сейчас очищает будку от снега, от того, чтобы... Чтобы доступ воздуха был очень свободный. И снаружи, и внутри. Все проверяем. Вот здесь у нас влажность смотрим и термометр. Ага. Температуру отсчитываем. Потом уже пойдем в здание. Будем вводить данные. Вот 30 градусов. 76. Минус 30 сейчас? Да, О, 76. Ну, похолодание же должно было. я Ну, почему-то думал, чуть-чуть. уже весна. Сегодня 1 марта, ну, когда мы день съемок. А вот 1 марта минус 30 градусов утром. Ну что, сейчас Тамара Андреевна идет обратно в кабинет, там, где идут все данные. Также она проверила здесь влажность и температуру воздуха. И данные зонда будут, соответственно, передаваться также уже на само оборудование, сам компьютер. И еще раз повторюсь, если в том случае, что все данные совпадают, только после этого будет запускаться именно вот этот зонд. Испытано на себе. Друзья, сейчас Вячеслав заберет зонд из нашей будки метеорологической и, соответственно, привяжет его, прикрепит к самому шару. Как правильно называется, метеозонд или радиозонд? Радиозонд. 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 Вот. Ну что, сейчас данные с датчиков верны, поэтому данный радиозонд можно прикрепить к нашему шару, который наполнен водородом. И буквально, я думаю, ну в чем смысл, да, нашего проекта? Он называется «Испытано на себе». Бывают такие предприятия, бывают такие события, где я особо не могу, да, принять участие, потому что у меня нет определенной квалификации. Но тем не менее мы вам все очень подробно всегда рассказываем. А сейчас мне подсказали, что я смогу запустить своими руками этот зонд сегодня в 8:30 утра. Так, очень волнительно. Определенная
Может, мы вместе, Давай да? вместе. Вместе лучше. Потому что это все-таки не шарик запустить в небо. Это... Куда идем мы с пятачком? Большой секрет. Мы идем к воротам. Мы идем на специальную площадку, откуда будет запускаться наш зонд. Почему-то у меня вот ассоциация с этой именно песенкой из мультфильма «Винни-Пух», когда Пятачок шел. Так, а кто шел с Винни-Пух с шариком или Пятачок? Пятачок бежал помочь Винни-Пуху, да? Потихоньку отпускай его. Так, сейчас нам должен сигнал дать, да? Ну сейчас мы отпустим сначала, приготовимся. И потом Понял. То есть этот процесс плавненько, да? Да, да. Так, плавненько пускаем. Я, кстати, помню, что в детстве, вот у меня тут дача рядом, недалеко, на Сергеляхе была. И я иногда видел в небе вот этот шар. Причем несколько раз. Так. Ага. Теперь держу. Все так быстро произошло. Так, надо, наверное, что вы... А меня звонят. Звонит, да? Алло. Доброе. Да, готовы. Выпустили. Запускаем. Так, просто отпускаю. Опа! Вот я сейчас смотрю в экран телефона и сразу вспоминается где-то недельной давности, да, события, где в Штатах видели неопознанные летающие объекты. Ну, очень похоже. Это были аэрозонды, соответственно. Или успеем до камеры? Не успеем? Не успеем. Ну-ка, побежал-ка я. Так, в этой суматохе, друзья, мы забыли нашу дальнобойную камеру в машине. И, как видите, очень быстро зонд поднимается. Я уже глазами его не вижу, соответственно, и поймать не смогу в объектив. Но, тем не менее, шар полетел. Сейчас мы с вами вновь перейдем в кабинет к Тамаре Андреевне и уже там посмотрим, какие данные передает метеозонд сюда на метеорологическую станцию. Испытано на себе. Тамара Андреевна, снова мы. А все, замерзли? Нет? Много бегали. Так, друзья, ну что, на улице, оказывается, минус 30 сегодня. Действительно чувствуется такой морозец. Пока мы снимали на улице, так немножко прям прихватило. Тамара Андреевна, ну сейчас какой процесс происходит? Так, сейчас мы, во-первых, вы ушли. Я, естественно, спросила разрешение у порту на выпуск, чтобы не было взлетов, посадок самолетов. Обязательно, потому что авария может быть. Поэтому разрешение дали, и я говорю, через сколько минут мы выпускаем, в какое время, и они дают разрешение. Потом я даю команду, шарик отпускают, ветер его уносит, куда уносит, аппаратура у нас следит, антенна. Здесь у нас вот на рабочем экране, это вот рабочее сразу, у нас изображено, вот дата у нас здесь,
Это по Гринвичу время. Это время полета. Вот уже 7 минут он уже нас летит здесь. Вот то, что сейчас, какая температура шарик, где находится, вот меняется 30. чуть. Оно, я же вам говорила, 5 метров в секунду шарик поднимается. Ну, средняя. Вот у нас скорость подъема 4,9. Метров в секунду. Да, это вот тут все фиксируется. Это куда его уносит, по азимуту, ну, на юго-восток туда, и угол, насколько он у нас Ага, под расположен. каким углом он Под уходит. каким, да. А здесь у меня, мы следим, естественно, чтобы все нормально у нас шло. Ответная пауза идет от сигнала. Станция делает запрос, сигнал отправляет. Зонд отвечает, вот и у нас такое вот этот такой визир, черточка. Это ответная пауза пришла от зонда. Мы фиксируем, это высота у нас, правильно или нет. Дальше у нас тут вот много команд, где мы что можем посмотреть. У нас с определенной частотой, он должен в допуске быть. Вот мы смотрим, подсматриваем время от времени. Слежение, вот он хорошо держится, перекрестие, и вот все параметры у нас. Прямая линия, прекрасно все, да? А это здесь дальность, это мы, что, где высота. Ну вот здесь, куда он, на какую дальность отошел от станции и высота. Ну, пока мы вот сейчас разговариваем, уже на километр он Больше, улетел, так. даже больше километра. Да, значит, давайте отвлекусь. Значит, чтобы посмотреть, она сразу, аппаратура принимает данные и обрабатывает. Вот сколько мы пролетели, она столько и обработает такой участок по высоте. Здесь я сразу проверяю полет, режим полета. Здесь у нас точечки, у нас идет секунды. Ой, вот время. Высота, почему у меня? Температура. Вот минус. Сначала чуть ночью уже было похолоднее, она фиксирует. Эта температура приподнялась уже над землей. Вот она зафиксировала, и потом идет уровень инверсии, потепление. Это у нас температурная, Это да? температура, это высота, время да? в секундах. А, время в секундах? Это в полете, а потом она уже налаживает одно на другое. И я смотрю высоту. Высота у меня должна тоже красиво идти. Вот, как бы вот немножечко, да? Тут она переключалась, да? И все прекрасно. И что получается? Вот она налаживает время, высота, вот на 100 секунд, да, сколько? И на это же время какая температура? Она здесь строит графики подъема, вот как изменяется температура с высотой. Вот здесь уже налаживается у нас. Здесь у нас температура, здесь высота. Это получается, вот этот 2,5. скачок, это до минус 26, это на какой-то определенной высоте, да? Или- Да, это он на 700 где-то метров то над есть там поверхностью потеплее. Земли. Вот там, да, у нас зимой инверсия называется. Потепление – это слой инверсии. Вот минус 25. Ну вот похолоднело. Ну, по инверсии можно судить, как у нас на Земле тоже. Чем теплее здесь, тем теплее у Земли. То есть всегда на высоте где-то примерно 700 метров гораздо теплее, чем Но это зимой. зимой так, да? Это зимой. А так, если у нас вот пошло похолодание просто, вот такая бы кривая шла. От земли пошло холод. И здесь, значит, здесь мы можем смотреть, как ветер, какой ветер дует. А здесь его скорость. Так, опять же, вот участочек мы пролетели. Если я закрою и следующий по новой открою, то уже тот участок, сколько мы там пролетели. Так, значит, что я сейчас отвлекусь? Мне нужно передать данные. Да-да-да. Так, это данные, которые сейчас передаются, да? Да, потом будет передаваться. Это приземный слой, ветер. Потом у нас идет часть А, здесь изобарические поверхности, часть Б, вот тоже много. Это особые точки. Это там у нас до 16 километров, до 100 миллибар передаем, да? А потом уже, когда зонд лопнет, тогда остальную часть передаем. Вот представьте, вот такая информация, да, это мы все раньше по телефону передавали. Это в советское время, да? Да, в советское время. Да. А у вас здесь есть старые зонды, да, советские, которые можно посмотреть или нет?
Ой, у меня на складе есть. На складе я не знаю, вы знаете, я могу только на картинках вам показать. А, на картинке. Сейчас, подождите, здесь есть. Ну, Друзья, мне сейчас вот тоже интересно стало, какие были зонды раньше в советское время. Есть где-то на складе, но тем не менее сейчас вот Тамара Андреевна покажет на картинке. Ну, я думаю, что для понимания будет ясно, как они выглядели раньше. Вот, смотрите, это первый. Как-то давайте, не Давайте знаю. к свету, может. Ага. Да, тут Здесь, всё. здесь нормально. Вот первый. Так. Гребенчатый радиозонд. Да, Молчанова это первый зонд. Молчанова. Он так назывался. Потом- Можно еще посмотреть? Это получается, это как крылья, чтобы удерживать, да? Ну, я не знаю, я такой не видела. Целый там механизм. И, наверное, сам шар должен был быть больше, да? Чтобы поднять Он такой- тяжелее, да. И там была эта батарейка водоналивная. Она весила тяжелая была, поэтому в 2 раза тяжелее, и оболочки у нас были огромные. Вот. Тоже уже более усовершенствованный зонд был. РЗ-49. Это, получается, он внутри вот этой коробки находился, да? Да, То есть это да, показывает, да, что да. внутри находится. Это вот давление измерял, это вот влажность, видите, стрелочка бегает. А там где-то термометр, датчик температуры должен быть. Вот он уже видоизмененный, опять же, другой тип. Ну, они как бы слегка похожи, да? Вот они такие чудные. У нас давление машина вычисляет, а дальше вот под давлением, видите, их несколько было коробочек таких, давление менялось, и она фиксировала. С поднятием высоты давление у нас же все меньше и меньше становится. Вот они, вот уже более такие современные. Вот это тут антенна вибрационная. Это вот раньше датчики были, животная пленка, там влажность. Вот батарейка, видите, какая огромная? Она тяжелая, водоналивная. Вот, а датчики температуры... А в всегда принципе, запускали, наполняли шар всегда водородом, да? Да, у нас водородом, гелием, ну это дороже, а это добывают, вот чудные такие были. Ну, очень много модификаций получается. Да, вот пошло, вот уже более, видите, то, что я говорила, потом поменяли. Вот этот термистор температуру измеряет, вот видите, на рамке, чтобы нигде не соприкасалось. И это уменьшение влияния солнечной радиации. Вот все наши такие. И эти. Ну, так. Интересно. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Сколько времени передает датчик, ну, зонд данные? Ой, там Ну, по-разному, ну, в среднем. датчик сколько. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, у меня данные, исходные данные. Через 5 секунд у нас здесь фиксирует, да? А вообще у нас там есть такой переключатель, где идет последовательно через 4 секунды температура, ну, в общем, расчет там, влажность, опорная. Вот если там сбой, значит и здесь нарушится неправильно, может быть. Поэтому там Например, много нюансов. 8:30 утра по нашему времени запустили, и данные принимаются примерно до скольки, да? По времени сколько летит, Да-да-да. сколько летит, ну, 2 часа, 1,5 обязательно. Вот мы, ну, начало 11-го кончим. Где-то так, да? Да, минут Хорошо. 15. Ну, Тамара Андреевна, вам огромное спасибо. Мы вас не будем отвлекать, потому что действительно все вот эти данные далее уже передаются. Здесь определенный алгоритм, определенный режим работы у метеорологов, и все нужно делать обязательно вовремя. Ну и, конечно, еще раз поздравляем на 23 марта, День метеоролога. Мы желаем метеорологам, чтобы всегда были точные прогнозы, чтобы, ну, а нашим жителям, чтобы погода была потеплее, посолнечней, ну и, конечно же, радовала всех нас замечательной весной. Это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч!